В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Министерство транспорта России предлагает увеличить бюджетные расходы на субсидирование региональных авиаперевозок в обход московского авиаузла, сообщает газета «Коммерсант». Правительство страны предлагает увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в ближайшие 3 года на 15 миллиардов рублей. Поправки внесены в Госдуму ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2019 и 2021 годы. В Минтрансе газете рассказали, что вопрос поднят в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и в рамках поручения президента России Владимира Путина к 2024 году довести долю перевозок, совершаемых в обход Москвы, до 50%. Участник и эксперт отрасли, опрошенные газетой, сошлись во мнении, что мера расширит региональную маршрутную сеть авиаперевозок. В поселке Батагай-Алытая Венебатантайского района завершена реконструкция аэропорта Сакырыр. Как сообщается на сайте Минтранса Республики 6 ноября, компания «Аэропорты Севера» получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Государственный контракт с компанией «Нордтранстрой» на реконструкцию филиала аэропорта Сакырыр был заключен в феврале прошлого года на общую сумму 308 миллионов рублей. Значительное внимание было уделено обеспечению безопасности на объекте. Вдоль периметра проложена патрульная дорога аэропорта с водопропускными трубами. Установлено ограждение, видеонаблюдение и охранное освещение. Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Они отметили, что получили от Центробанка письмо с требованием доложить о состоянии дел. Напомним, механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в некоторых российских банках с 30 июня текущего года. С этого дня каждый клиент, пришедший в отделение, должен решить, хочет ли он потратить несколько минут на запись голоса и видео лица, чтобы потом иметь возможность открывать вклад или брать кредит из любой точки земного шара. К 2021 году по расчетам Центробанка банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги. Российская Федерация и Якутия решили оставить в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними свыше 50% компаний до ноября 2023 года. Об этом пишет газета «Коммерсант». Как напоминает издание, на этой неделе истекает срок действия акционерного соглашения по Алроса между Росимуществом и Министерством имущественных и земельных отношений Якутии от 18 ноября 2013 года. Оно, в частности, обязывает каждую из сторон сохранять за собой не менее 25% плюс одной акции алмазной компании, а также координировать ее корпоративное управление. При этом, как следует из соглашения акционеров Алроса, оно автоматически продлевается на 5 лет, если стороны не согласуют иное. По данным источников газеты, знакомых ситуаций, этот сценарий основной, и никаких дискуссий по теме в правительстве пока не ведется. В настоящее время России и Якутии принадлежат пакеты Алроса по чуть выше 33% акций каждый, 34% находятся в свободном обращении. Экономический рост должен отражаться на повышении качества жизни якутян. Об этом сказал Владимир Солодов. Премьер-министр республики принял участие в расширенном заседании Министерства экономики под названием «Якутия-2032. Диалог о будущем». По словам Солодова, сегодня Якутия имеет хорошие базовые показатели по основным макроэкономическим индикаторам. Однако, несмотря на это, необходимо сосредоточиться на решении 3 главных проблем. Первое – это создание в базовом сырьевом секторе экономики основы для жизнеспособности и решения инфраструктурных, транспортных, энергетических, коммуникационных ограничений, которые препятствуют появлению новых месторождений и созданию новых производств. Также Владимир Солодов отметил необходимость построения на базе основных добывающих отраслей экономики направлений перерабатывающей, высокотехнологичной, основанной на раскрытии человеческого потенциала и вкладе высоких технологий и креативных индустрий экономики. Следующей задачей Владимир Солодов определил устранение дисбаланса между ростом экономических показателей и благосостоянием граждан. Он подчеркнул, экономический рост должен прежде всего отражаться на повышении благосостояния граждан. Заключительная задача, по мнению премьер-министра, состоит в создании сбалансированного бюджета.
Наша деятельность и бюджет республики носит социальный характер. Это, безусловно, серьезное достижение, но у нас очень серьезный перекос в сторону именно социальную по сравнению с созданием основы для дальнейшего экономического роста. Считаю, что на следующем этапе нужно сбалансировать два этих направления, чтобы мы не только использовали те ресурсы, которые у нас возникают благодаря добыче и использованию природных ископаемых на создание школ, больниц, социальной инфраструктуры, обеспечение зарплаты бюджетников, но и на создание новых точек роста, чтобы то, что мы используем сейчас в виде природных богатств, сложилось в основу дальнейшего экономического развития. По мнению министра экономики республики Майи Даниловой, одним из острых вопросов при обсуждении приоритетов развития республики до 2032 года стал вопрос трансформации роста валового регионального продукта в качество жизни. Якутия должна стать лидером не только по экономическим показателям, но и по показателям уровня жизни населения, сказала она. Ключевые моменты здесь – это не только создание новых рабочих мест, да, там, включение механизмов территории опережающего социально-экономического развития, да, привлечение инвестиций в республику, но и то, как эти новые инновационные проекты будут создавать рабочие места именно для местного населения, да, как перестроить систему образования для того, чтобы люди, которые проживают на нашей территории, работали бы в этих индустриальных проектах. В той структуре, которую экономики мы видим в перспективе, значит, должны сформироваться некие сервисные производства вокруг этих крупных индустриальных проектов, связывали бы какие-то финансовые потоки на нашей территории. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.